Чтобы понять, на что была похожа жизнь после извержения вулкана Тоба, отправимся в пустыню Калахари. Это одно из самых суровых мест в мире. Но даже здесь вы знаете, где найти воду и еду. Народ Жуан, Северной Намибии, главным образом живет охотой и собирательством. Как они могут жить в таком жарком, засушливом месте? Важно то, что они никогда надолго не остаются обособленными от других групп. Они регулярно навещают различные семейные группы, проводя в пути по 2-3 дня. Они могут месяцами друг друга не видеть. It may have been months since they last saw each other. Неотъемлемой частью визита является обмен подарками. Они делают это не только для того, чтобы скрепить дружбу, но также заручиться поддержкой и обменяться мыслями. Здесь, в пустыне, информация, которую расскажет сосед, может спасти вам жизнь. Вы узнаете, где найти лучшие источники воды, или хорошие фруктовые деревья, или новые земли для охоты. И, конечно, соседи расскажут вам разные случаи. Без этого регулярного обмена информацией деревни могут обособиться друг от друга и, лишившись помощи соседей, погибнуть. Считается, что наша способность говорить и помогать друг другу во враждебном нам мире спасла нас от гибели после извержения Тоба. Это заставляет думать о том, что своему существованию мы обязаны скорее сотрудничеству, чем конфликту.